Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Сегодня у нас по эпидемиологии по цифрам 561 случай заболевания коронавирусом, прирост за сутки 8 человек. Есть небольшое снижение по приросту, но, как правило, вы уже наблюдаете по моим докладам, завтра может немножко эта цифра увеличиться. Под медицинским наблюдением находится 4132 человека. Сегодня у нас начинает работать еще одна лаборатория ПЦР диагностики. Это основная диагностика при коронавирусной инфекции. Мы ее разворачиваем на базе консультативно-диагностического центра в Сыктывкаре. И эта лаборатория пока, вот ее мощность 200 анализов в сутки. Для нас это очень важно, потому что мы сегодня имели 3 лаборатории и имели 1000 до 1000 суммарно анализов в сутки. И дополнительно каждая сотня анализов очень важна, потому что она позволяет дополнительно как обследовать, во-первых, во-вторых, уменьшать время ожидания обследования. Это тоже крайне важно, потому что тем самым мы, получая 2 отрицательных анализа после того, как человек переболел, ставим ему отметку, что он безопасен и для себя, и для окружающих, и он может уже быть дома. Понятно, что сейчас у всех режим самоизоляции, но тем не менее это уже не госпитальный случай. Хочу еще одну тему осветить. Она касается того, что много идет обращений от вас, обращений по тому, что не хватает или нет зачастую масок в аптеках. Тема известная, мы о ней знаем. В связи с этим мы планомерно в течение последних 2 недель проводим работу с тем, чтобы не только из центра, из федерального центра жить поставками масок, но и развернуть пошив масок на территориях республики, на базах своих мастерских. Это и мастерские при колледжах, это и очень большой объем делает Сосногорская швейная фабрика, директор Дмитрий Дмитриевич Калагриевый. Мы встречались с ним, обсуждали эту тему и, конечно, приоритеты поставили для того, чтобы максимальное то, что будет производиться, в том числе и маски, шли на потребности республики. Тем не менее, появляются маски, появляются в аптеках. И когда мы разговаривали с аптечной сетью, то консультанты в аптеках говорят, что, конечно, как только появляются маски, их скупают сразу в большом количестве. Вот здесь я прошу тоже понимать, что чем больше вы скупаете, тем меньше достается другим. Мы будем наращивать количество производства масок, и в ближайшие 2-3 недели, я думаю, что в аптеках маски именно для бытовых нужд, многоразовые в том числе, они появятся. Просьба все-таки понимать, что больше там на семью того, чего вам нужно, брать ни к чему, тем самым вы просто создаете дефицит. Но и по ценам, тут мы тоже, конечно, регулируем, там, где возможно, вот там, где маски производятся из нашего сырья и нашими мастерскими, тут мы, конечно, цену регулируем. Но там, где маска покупная, где ее завозят из импортной поставки, то здесь цену сложно регулировать. Но вы знаете прекрасно, это рынок регулирует. Как только появится большее количество масок местного производства, соответственно, вы будете брать их, и импортные маски тоже будут снижаться в цене. Еще одна тема, я хочу, чтобы ее услышали вы из моих уст, от первого лица. Как я им говорил, мы думаем о завтрашнем дне, мы думаем о том, чтобы не допустить ни в коем случае ситуации, что какой-то пик поступления пациентов создал вопрос отсутствия коек в наших больницах под ковидных больных. Поэтому мы сейчас оптимизируем и время нахождения пациентов, и легкие, и средней тяжести пациентов пытаемся выводить либо в обсерваторы, либо, вот то, что я сейчас вам хотел сказать, мы
создаем на базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 2, создаем дополнительные койки вот для койки долечивания пациентов, которых уже в больнице, в республиканской или в инфекционной больнице, они уже не требуют госпитального лечения, но требуют еще наблюдения. Вот такие 100 коек мы создаем, они у нас пойдут в 2 этапа. Первый этап, мы сегодня там проводили совещание, все посмотрели. Первый этап закончится, все общестроительные работы 30 апреля, с 1 мая мы на 50 коек такой зал реабилитационный откроем. Второй зал тоже на 50 коек, но где-то будет примерно 5-7 мая. Вот у нас дополнительно мы создаем 100 коек второго этапа или этапа долечивания. Еще одна тема: участились звонки, смс-сообщения из якобы банков, центров соцзащиты, которые предлагают компенсации, пособия, ну и так далее. И просят сообщить для этого реквизиты банковской карты. Хочу сразу сказать, что это, к сожалению, 99% мошенничества, потому что, как правило, если это идет по линии соцзащиты, то об этом обязательно говорится на сайтах, официальных сайтах того или иного государственного учреждения. И это вы можете перезвонить, и вам подтвердят. Поэтому ни в коем случае никаких вот при таких сомнительных сообщениях реквизиты банковских карт не сообщайте, а перезванивайте в тот орган, от кого якобы пытаются вам вот как-то помочь. И только получив подтверждение, что это действительно официальное, из официального источника или из официальной организации, тогда это уже можно обсудить. Но, как правило, там реквизиты банковские требуются только в том случае, если есть подтверждение. Ну вот на сегодняшний день я думаю, что информации достаточно. Завтра точно так же я выйду на встречу с вами, расскажу о завтрашнем дне. Напоминаю, что режим самоизоляции у нас сохраняется, и прошу максимально его не нарушать. Всего вам самого доброго, до завтра.